Фотографии, которые чиновники вряд ли хотели бы видеть в сети. Топ-3 неудобных фотографий властей Якутии по версии нашей инициативной группы. На третьем месте фото главы представительства Республики Саха-Якутия Кирилла Бычкова в компании с Тимуром Ивановым, бывшим заместителем министра обороны России, который в июле получил 13 лет колонии общего режима за хищение и отмывание более 4 миллиардов рублей. Фото с ним — напоминание о тесных связях региональных элит с дискредитированной федеральной номенклатурой. Трудно придумать более символичную фотографию — вставитель Якутии рядом с человеком, олицетворяющим роскошную коррупцию и лицемерие российской военной верхушки. Пока тысячи якутян едва сводят концы с концами, а их сыновей отправляют на фронт, эти чиновники, обвешанные медалями, строили дворцы и яхты за казенный счет. На втором месте кадр, который внезапно исчез из страницы депутата Госдумы от Якутии Авксентьевой. На нем она запечатлена вместе с Татьяной Монтян, известной Z-пропагандисткой, которая теперь официально значится в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга. История вышла ироничная. Еще недавно Монтян клеймила врагов России, призывала поддерживать СВО и строчила колонки для Арти, а теперь сама стала угрозой для государства, которому так усердно служила. Теперь, когда ее имя появилось в списке экстремистов, вся патриотическая тусовка спешно делает вид, что никогда с ней не фотографировалась. Но интернет все помнит, и фото, и дружеские комментарии. Ну а Сардана, предсказуемо, поспешила удалить все посты, связанные с Монтян. Видимо, не захотела, чтобы по ленте гуляло напоминание о дружбе с новой террористкой. На первом месте кадр, в котором роскошь и показное сочувствие сошлись в одной точке. На фотографии жена главы Якутии АСН Николаева Людмила Николаева в госпитале с раненым участником СВО. На Людмиле накидка Валентина стоимостью около 300 тысяч рублей. И очки Гуччи за 50 тысяч рублей. Снимок должен был выглядеть как пример заботы и поддержки, но вышло иначе. Дорогие брендированные вещи, купленные благодаря коррупции ее мужа рядом с измученным солдатом, являются символом пропасти между элитой и обычными людьми. И все это на фоне человека, вернувшегося с войны, где по официальной версии российской пропаганды идет борьба с коллективным Западом. Пока в Якутии участники путинской войны возвращаются в виде гробов и инвалидов, супруга главы региона демонстрирует глянцевое сочувствие в образы из модных домов Европы. Если вам понравился такой формат и вы хотите увидеть другие неудобные фотографии, можете написать нам в бот или отправить в бот свои варианты таких фотографий. Так народ будет знать, с кем он имеет дело.